Уважаемые коллеги, добрый день. Представлюсь, Евгений Викторович Поляков, старший методист кафедры социально-гуманитарного образования, методист лаборатории развития этнокультурного образования. С удовольствием хочу представить Татьяну Сергеевну Василевскую, добрый день, главного специалиста Центра профессионального образования. На сегодняшнем информационном семинаре мы кратко представим информацию о проведении всероссийского конкурса лучших технологий, направленных на сохранение исторической правды о преступлениях нацистов и их пособников в отношении мирных граждан без срока давности. Организатором конкурса является автономная некоммерческая организация по развитию социальной активности и социальных коммуникаций Агентство социальных технологий и коммуникаций совместно с поисковым движением России при поддержке Фонда президентских грантов. Целью конкурса является выявление и популяризация лучших технологий, направленных на сохранение исторической правды о преступлениях нацистов и их пособников в отношении мирных граждан. Задачами конкурса являются создание механизмов вовлечения обучающихся в изучение исторической правды о преступлениях нацистов и их пособников в отношении мирных граждан, отбор и популяризация эффективных форм и методов сохранения исторической правды о преступлениях нацистов и их пособников в отношении мирных граждан в среде обучающихся. На слайде представлены условия участия в конкурсе. К участию в конкурсе приглашаются педагоги и специалисты, использующие эффективные технологии, направленные на сохранение исторической правды о преступлениях нацистов и их пособников в отношении мирных граждан, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций высшего образования, образовательных организаций дополнительного образования, организаций отдыха детей и их оздоровления, а также совершеннолетние студенты профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования педагогической направленности, специалисты дошкольного образования, специалисты социально ориентированных некоммерческих организаций, специалисты профильных органов государственной власти. Конкурс включает в себя следующие этапы. Первый этап заочный – это прием заявок. Для участия в конкурсе необходимо пройти электронную регистрацию в Яндекс.Форме, она представлена на слайде, прикрепив конкурсную работу. Конкурсная работа представляет авторское мероприятие конкурсанта, авторского коллектива, направленное на сохранение исторической памяти о преступлениях нацистов и их пособников в отношении мирных граждан. Далее необходимо опубликовать в социальной сети ВКонтакте пост о проекте, подаваемом на конкурс, с обязательным использованием хэштегов #AnaAstic и без срока давности. Пост должен содержать информационный текст объемом не более 300 печатных символов и не менее 2 фотографий. Пост должен отражать название конкурсной работы, фамилия, имя, отчество автора работы, регион и ключевые достижения конкурсной работы. Второй этап заочный. Представляет собой экспертную оценку. В рамках данного этапа осуществляется экспертиза конкурсных работ, определение победителей и призеров конкурса. Награждение победителей конкурса состоится в рамках Всероссийского форума без срока давности «Растим гражданина». Отметим, что участие в форуме обеспечивается за счет организаторов форума и является бесплатным для всех победителей и призеров. Уважаемые коллеги, на слайде представлены требования к оформлению работ. Шрифт должен быть Times New Roman, основной текст 14 кегль, междустрочный интервал 1, поля 2 см слева, справа, сверху и снизу, абзацный отступ 1,25 см, выравнивание текста по ширине, номера страниц, положение внизу страницы, выравнивание по центру, номер на первой странице не указывается. Расстановка переносов должна быть отменена. Рекомендуемые символы кавычек представлены на слайде. Тема конкурсной работы набирается на титульном листе полужирным шрифтом, прописными буквами и располагается по центру. Названия разделов печатаются полужирным шрифтом, без нумерации. Список литературы при наличии составляется в алфавитном порядке по фамилиям авторов.
Список других информационных источников, например, веб-сайтов и примечаний, набирается 12 кеглем и дается в сплошной нумерации после списка литературы. Иллюстрационные материалы для конкурсных работ, фото, видео, презентации и другое допускаются только в формате ссылок на действующие интернет-ресурсы по реализации проекта либо ресурсы организации, которую представляет автор. Организаторами обозначены следующие сроки проведения этапов конкурса. Первый этап конкурса – заочный, предусматривающий сбор заявок на участие в конкурсе, проводится с 1 апреля по 30 июня 2022 года. Второй этап конкурса – также заочный, предусматривающий проведение экспертизы конкурсных работ и консультации с ведущими экспертами. Проводится с 30 июня по 15 сентября 2022 года. Третий этап представляет собой награждение победителей и призеров конкурса, который состоится в октябре-ноябре 2022 года. Уважаемые коллеги, представим критерии оценки конкурсных работ. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: соответствие теме и цели проведения конкурса и выбранной номинации, актуальность, новизна и преимущество в сравнении с ранее созданными технологиями данной направленности, педагогическая целесобранность разработки и соответствие содержания, методов, форм организации, целям и задачам, грамотность разработки, отсутствие содержательных, грамматических и стилистических ошибок, полнота и корректность подачи информации, уместность и сбалансированность информации, последовательность изложения материала, возможность практического применения, наличие информационного сопровождения, наличие методического обеспечения, результативность применения, размещение поста о конкурсной работе в социальной сети. Максимальная оценка 110 баллов. До 10 баллов по каждому представленному критерию. Кратко представим порядок подведения итогов конкурса. Каждая поданная на конкурс заявка проходит техническую оценку на соответствие положения конкурса. В случае несоответствия условиям положения заявка отклоняется. Авторы заявок, прошедшие техническую оценку, получают сертификат участника на адрес электронной почты, указанный при регистрации. Каждая конкурсная работа проходит независимую оценку не менее 2 членов жюри. Оргкомитет конкурса по рекомендации членов жюри и экспертов оставляет за собой право рекомендовать и направлять конкурсные работы от лица участника для участия в федеральных конкурсах, соответствующую профилю заявку. По итогам очного этапа конкурса определяются победители, первое место, и призеры, второе и третье место соответственно, а также специальные призы от организатора по решению жюри конкурса. Работы победителей конкурса входят в сборник лучших социально активных технологий обучающихся, который размещается на сайте конкурса. Материалы и результаты конкурса размещаются на сайте anoastic.ru, Растим гражданина РФ, а также в группах социальной сети ВКонтакте, которые вы видите на экране, также в Телеграм-канале. Уважаемые коллеги, более полную информацию о конкурсе с положением конкурса вы можете более полно ознакомиться на сайте rastимгражданина.рф. Уважаемые коллеги, спасибо вам за проявленный интерес к нашему сегодняшнему информационному семинару, к данному конкурсу. Безусловно, всероссийский конкурс лучших технологий, направленных на сохранение исторической правды о преступлениях нацистов и их пособников в отношении мирных граждан без срока давности, очень важен для молодого поколения, для формирования духовно-нравственного и патриотического воспитания наших ребят. Хочу вам пожелать удачи и успехов в подготовке конкурсных материалов. До свидания. До свидания.